любыми национальностями, за исключением Северного Кавказа, мы сейчас таких проблем не испытываем. Никто не имеет никаких проблем с татарами, или с башкирами, или с тувинцами, или с мордвинами. Идеи мультикультурализма, о которых сейчас так много говорят, они вполне себе реальны и осуществимы у нас в России, они присутствуют. Да, зачем обзывать это каким-то странным словом мультикультурализм? Все вполне себе живут и сосуществуют, и много лет жили себе мирно. Вот Кавказ и странная политика Москвы на Кавказе привела к тому, что там правят какие-то организованные группы. Поэтому, например, если завтра мы бы ввели весьма разумную меру ограничения перемещения грузов и людей с территории Северного Кавказа. Слушайте, это граждане Российской Федерации. А кто говорит, что это не граждане Российской Федерации? Как у нас с вами. И свобода перемещений в том числе. Hello, Таня, там идет гражданская война. А если гражданская война, то мы имеем право ввести, например, чрезвычайное положение или другие меры ограничения. Самая мирная вообще республика. Вот она самая мирная республика. Вот вы зайдите, пожалуйста, на YouTube и посмотрите, какие-то басмачи расстреливают из пейнтбольных ружей женщин просто за то, что они в платках на улице не ходят. Понимаете? Вы хотите, чтобы эти люди жили в вашей стране? Я не хочу. Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о борьбе с насекомыми. Никто из нас не застрахован от того, что в наш дом заползет таракан. Фу! Ну или в форточку залетит муха. Все мы знаем, что от мух отлично помогает мухобойка, а от тараканов – тапка. Но что делать, если таракан окажется слишком велик, а муха не в меру агрессивна? Ну а в этом случае я рекомендую пистолет.